как начать, у кого спросить, то есть, да, и вот, то есть, что мы можем сделать? Во-первых, в принципе, когда вы вообще узнаете, то есть если вы на этапе такого, не то чтобы новичка, а то есть вы на нулевом этапе, вы хотите как раз-таки узнать насчет IT-сферы и развиваться в этом, то есть вам надо вначале определиться и стараться уделять этому больше внимания. То есть, знаете, так, то есть IT-сфера, она не просто такая какая-то маленькая сфера, она настолько огромная, то есть медицинскую сферу, где как раз-таки есть разного рода медики, как педиатр, не знаю, фармацевт, гинеколог, онколог, там, кардиолог, да, то же самое и можно сказать об IT-сфере. То есть здесь есть и программисты, есть также обычные люди, которые занимаются именно менеджментом, то есть проектные менеджеры, либо так, занимающиеся в таких же должностях другие люди. То есть очень много всего есть в IT-сфере. Также, допустим, есть фронтенд и бэкенд разработка, да. Если мы фронтенд пишем на языке JavaScript, то бэкенд разработчики как раз-таки пишут, его могут написать на любом языке, начиная от C-Sharp, там, Python, JavaScript, либо, не знаю, еще какого-то, что выходит на данный момент, да. Вот. Значит, вот так, то есть вы выбрали направление, уделяете этому максимально, сколько вы можете, допустим, но для начала, допустим, если у вас, скажем так, с концентрацией что-то плохо, то как минимум надо вот, взять за привычку то, что вы будете там заниматься программированием, либо каким-то изучением языка, там, час в день, да, не знаю, это может быть вечером, это может быть утром, и вот вы должны знать, для чего вы это делаете. Обязательно важна мотивация, то есть мотивация может быть разная, зарабатывать хорошо, да, быть чем-то большим, как раз-таки, что поможет в будущем развитии вообще в целом, если взять наш Кыргызстан, то в развитии страны, да, вот, скажем так, именно в ее автоматизации. И самый большой вопрос у начинающих, типа, а сколько языков надо знать, чтобы стать идеальным программистом? Типа, многие вот, наверное, задумывались, типа, может быть, несколько языков, может, один-два, и это будет намного круто, и т.д. и т.п. Но скажу вам одно, то, что не обязательно знать очень много, обязательно просто типа изучить один язык хорошо, то есть тот язык, который вы выберете, и он будет ваш собственный. Если на начальном этапе у вас нет ноутбука, то это, знаете, это не страшно, это не означает, что вам надо опустить руки, то это говорит о том, что наоборот, значит, ага, сейчас я буду использовать свой смартфон, либо какой-нибудь планшет, чтобы изучать этот язык, но в будущем я постараюсь там купить, либо арендовать, ходить в другие какие-нибудь коворкинги, чтобы вот изучать, продолжать изучение своего языка. И вообще, знаете, что программист такой, знаете, обычный программист, что он делает? Он может написать код, он может, допустим, если он участвует в каком-то проекте, там, у кого-то скопировать, и главное то, что это у него работает в проекте, да, но хороший программист — это не тот, кто просто копипастит, а тот, кто как раз-таки понимает, что он делает. И когда работает в проекте, он не просто делает это для того, чтобы закрыть определенный таск, да, а делает это вот определенную задачу, развивая каждый раз, и, возможно, ищет новые такие оптимальные решения ну, к определенной проблеме. Вот. И знаете, какой план роста есть? То есть, допустим, если взять этап новичка, то есть, как я уже до этого говорила, нужно определиться направлением, взвесить все плюсы и минусы. То есть, что было в моем примере? Вот, я училась, вот заканчивала вроде в первый курс, и у меня был такой вопрос: хорошо, я закончу университет, а кем я буду? Как раз-таки я училась на программиста, и я такая думаю, типа, окей, да, я буду программистом, но что делает программист? Я вроде бы и учу язык, но что это мне дает, то, что я делаю в университете? Я такая решила поискать. Потом, знаете, что вышло? То есть у нас, вот как я уже сказала, есть разного рода специальности, направления, то есть фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, там и iOS, и Android, и т.д. и т.п. Познакомилась с Neobis, где я как раз-таки вот узнала то, что есть разные направления. Вот прочитав, что означает, типа, допустим, фронтенд, за что он отвечает, да, и что отвечает бэкенд, то я поняла, что мне будет ближе вот как раз-таки то, что когда ты пишешь код, да, или состоишь в команде, то, что ты пишешь, можно будет сразу увидеть на экране, да, сотворять красоту, показывать это и стараться это сделать оптимально, удобно для клиента, да. И вот так я пришла к фронтенду. А если вы уже определились своим направлением, то вы уже, получается, переходите на другой этап, на этап начинающего программиста. Что здесь происходит? То есть здесь вы как раз-таки уже должны будете искать разного рода ресурсы, либо один, либо их много, да, и каждый раз, получается, подзаряжаться. Вы можете, типа, ходить на курсы,
программирования там на каких-то языках, не знаю, смотреть какие-либо интересные познавательные каналы на YouTube именно по вашему направлению, да, либо как раз-таки попробовать найти опытного программиста вашего направления. Джуну стать мидлом, ему обязательно надо, чтобы у него был ментор мидл. Когда у тебя есть ментор, то есть ты знаешь, в каком направлении двигаться, и если ты, типа, искажаешь свой путь, то ментор как раз-таки поможет. И самое важное, знаете, для любого программиста всегда развиваться. Что, знаете, самое крутое в IT-сфере, то, что вы никогда не останавливаетесь на одном пути. Вы всегда в развитии, в движении, да, то есть с каждым днем, с каждой минутой даже, получается, развиваются технологии, да, создаются новые технологии, новые инструменты именно в разработке. Что очень круто, с одной стороны. И знаете, самый крутой еще скилл, который вы получаете от IT-сферы, это умение гуглить. Не просто гуглить, типа, Google, давай сделаем вот так, да? Вообще, знаете, какие ресурсы вы можете иметь? Вы можете получить большой, прям огроменный объем теории, потратить на это все свое свободное время, но, к сожалению, в интернете зачастую мало практики. То есть нет таких реальных проблем, с которыми вы могли бы столкнуться в работе с реальной командой, либо работая в той же компании, да. И как раз-таки вот когда вы вот все это в монотонность превращается, да, человек начинает терять мотивацию. Всегда будет мотивация. Какая мотивация? Вот именно карьерный рост. То есть вы сейчас на стадии, допустим, если туда вы зашли как джуниор, то всегда у вас будет, знаете, такая цель, либо вот такое видение, то, что когда-нибудь в ближайшие несколько лет я стану сеньором, да, либо мидлом, не знаю, руководителем, либо тимлидом какого-то департамента, да. И что еще самое крутое, то есть у вас там будет коллектив, да, который всегда поможет вам, ну, знаете так, он поможет вам развиваться, не терять бдительность, получается, да, и если у вас возникнут вопросы, либо какие-то проблемы, которые вы не можете решить, то вы всегда можете обратиться к другим программистам, вот как раз-таки из вашего департамента, да, либо команды. Но что как раз-таки, вот, допустим, забирает компания на начальном этапе? Она забирает ваше свободное время. Да, вы можете вот сесть в компании, работать на позиции джуна и видите вот то, что вы вот очень много времени тратите, там, не знаю, почти сидите круглые сутки там, да, а какой-нибудь мидл или сеньор приходит на несколько часов и уходит, и вы такой, типа, думаете, какая же несправедливость. На самом деле, не надо забывать, да, то есть эти же сеньоры, эти же мидлы, они как раз-таки когда-то были на вашем месте, они как раз-таки прошли весь этот путь. Итак, давайте теперь поговорим насчет роудмэпа. Так, давайте. У вас, наверное, первое, что возникло. Что такое roadmap, да? Допустим, если мы разделим это слово на две части, как road и map, и переведем это, получится у нас дорожная карта. Что делает вообще дорожная карта в реальной жизни? Она помогает нам добраться от точки А до точки Б. А что делает roadmap именно в IT-сфере? Как раз-таки это то же самое, только как раз-таки в вашем изучении. То есть, когда вы на нулевом уровне, и когда вы поставили цель, допустим, самую ближайшую стать джуном, да, это разного рода технологии, да. Вообще, как его создать, где его найти, конечно, можно поискать в интернете, да, такой стандартный самый, но скажу одно, идеального роудмэпа не существует. Да, типа не существует. То есть всегда он будет для вас персональным. Что мне нужно было знать? Мне нужно было иметь знания в HTML, CSS и базовые знания, скажем так, в JavaScript, да? То есть это вот самое минимальное, что я должна была знать. Ага, как бы состоял мой roadmap в самом начале? То есть это означает то, что он бы состоял в изучении, допустим, в начале HTML, потом CSS, а потом JavaScript. Кстати, я забыла упомянуть, это стандартно компании от вас требуют, то есть минимум 1 год. Но есть еще разного рода компании, которые как раз-таки берут вас без опыта, возможно, даже без знания в этой сфере, да. Допустим, это тот же самый MadDevs, если взять именно наш рынок. То есть MadDevs, он как раз-таки каждый год, если не ошибаюсь, набирает на позицию фронта в конце мая, и вот они занимаются все лето, да. Главное, чтобы вы поставили себе цель, то есть возьму опыт какой-то где-нибудь, да, и вот искали уже компании, которые как раз-таки сможет вам предоставить это. Вы, мне кажется, не сможете, получается, составить свой roadmap. Точнее, это возможно, да, это возможно, но будет немного тяжело. И будет хорошо, если вы найдете себе ментора, либо более опытного программиста, поищите или в интернете, да,
и вот найдете себе какой-нибудь стандартный, постарайтесь по нему идти. Вообще, зачем нужен roadmap? То есть, чтобы вы не распылялись на начальном этапе, да, не изучали того по чуть-чуть, этого по чуть-чуть, и в конце концов вы вроде бы все знаете, и в итоге ничего, да. У нас есть разные фреймворки, чтобы работать, создавать сайты, да, допустим, тот же Vue, Angular или библиотека React, да, вот, и вы потом дальше выбираете и развиваетесь в этой сфере. То же самое для бэкэндеров, то есть выбирает один язык, изучает его основы, скажем так, это его первый этап именно в roadmap, да, а дальше уже ищет свои технологии, ищет какую-то команду, не знаю, ищет уже, работает, знаете как, с помощью информации, которую он может получить на просторах Ютуба, да, то есть вот. Roadmap — это то, что как раз-таки вам ну, это как, знаете, это ваш план действия вашей карьеры, да. Скажу одно, то, что roadmap, если вы составили его на начальном этапе, он не будет таким в конце пути, либо на середине. Он каждый раз будет развиваться, потому что с каждым днем у вас будет появляться видение вашего направления, вот, что очень даже хорошо. Этот фактор я назвала как мамины факторы. То есть что это означает? Это важность вот того, что вам нужно хорошо отсыпаться, хорошо кушать, заниматься спортом, отдыхать. Вот хороший сон, здоровый сон, да, это как минимум 7 часов в день, он вот, получается, он будет вашим залогом работоспособности. Знаете, как влияет правильное питание либо спорт? Физическое ваше здоровье, оно очень так прямо пропорционально влияет на ваше ментальное здоровье. Ваш мозг сможет переключаться от умственной работы к физической, и как раз-таки это для него будет что-то вроде челленджа, да, и он будет всегда в темпе, в развитии. На начальном этапе я очень старалась догнать своих ребят, то есть я была одна из слабых, можно сказать, студентов, и я думала, то, что чем больше я буду работать, тем наоборот я буду больше знать. Когда вот как раз-таки вы работаете, развиваете в программировании, не забывайте о своем хобби. Так, что бы я хотела вообще в целом сказать в заключение, да, то есть вообще сегодняшняя презентация, то есть то, что я вам рассказывала все это время, это было что-то вроде такого стандартного представления пути именно к идеальному программисту, да. Идеального ничего в мире не существует. Также и идеального программиста. Не забывайте о том, что это все персонально, то есть это вот то, что я вам показала, это все стандартно, да, вот, и не забываем вот важность выбора, направления, потом находить себе ментора, составить свой roadmap и следить за своим здоровьем, то есть выбрать направление, не забываем о том, что да, вы сейчас развиваетесь в одном направлении, но в будущем вы можете, конечно, переквалифицироваться. Вот чем хорошо еще IT-сфера, да, то есть вы можете сразу переквалифицироваться в другого программиста, да, допустим, главное, типа, не терять свою мотивацию, знать, для чего вы это делаете, и всегда все пробовать. Можете ли дать советы по выбору направления? Да, я пойду сейчас изучать мобилку, но это, оказывается, тяжело им, и они бросают или же не завершают. На начальном этапе всегда будет так. Вы на хайпе пошли на мобильную разработку? Хорошо, пойдите попробуйте, изучите. Просто в этот момент вы должны взять себя в руки, попробовать там спросить более опытных, либо поискать самому в интернете, а потом после этого поработать еще над каким-нибудь проектом мини, да, то есть, возможно, в команде, возможно, самому, да, и после этого, когда вы поймете то, что, ну, да, это, оказывается, реально не мое, просто искать в других направлениях себя. Думать, конечно, надо, да, но этого надо меньше, если вы хотите большего результата и понять. Обязательно ли нужен диплом для работы в каких-либо компаниях? Что делать, если человек самоучка? Диплом — это показывает то, что как вы смогли пройти вот университетский путь, но именно в IT-сфере он не так важен. В любой IT-компании важно, какие скиллы у вас есть. Не просто, допустим, программировать, да, как, допустим, вы относитесь к определенной проблеме, как вы умеете коммуницировать в команде, как вы разговариваете, как вы можете рассказать о своей проблеме. То есть о дипломе спрашивают в последнюю очередь. Если вы за этот срок, получается, успеваете показывать себя с той стороны, то есть решаете ее, да, то вас обязательно возьмут, да, о дипломе в самую последнюю очередь. И то об этом даже не спрашивают, да. Диплом он не обязателен в IT-сфере. В каком университете вы учитесь? Учусь в политехе по направлению информационная безопасность. Я фронтенщик. Как вы думаете, в будущем, примерно 2040 год, должен ли каждый специалист знать будет основу программирования? Как раз-таки за IT-сферой будущее, да, и в любом случае каждый человек, он должен будет знать основы вот программирования до какого-то уровня, да. Какие специальности будут наиболее популярны? Не обязательно выбирать определенное направление, чтобы не прогадать, просто нужно понимать основы программирования, да, это и
отсюда уже вытекает, то есть то, что это можно сделать на любом языке, вот. И просто главное всегда не забывать о том, что в любом случае вам когда-нибудь надо будет переквалифицироваться, возможно, надо будет улучшать свои знания, да. Думаю, самые актуальные языки программирования — это Java, Python, JavaScript, что еще? C-Sharp. В наших вот государственных университетах в основном учат на языке C++. Как раз-таки с помощью него были уже открыты другие языки, да. Какой ноутбук лучше иметь для начала? Для начала то даже, вот знаете, телефон просто даже поможет. А если вы решили так очень серьезно развиваться в этой сфере, то, мне кажется, именно в характеристике ноутбука это важно оперативная память 8 гигабайт, так, основная память, где как минимум будет 300, да, гигабайт, и самое главное, смотрите на оперативную память. Как вы думаете, почему Python не так сильно развит у нас? У нас, получается, страна развивающаяся, и люди вот только-только переходят. У меня больше знакомых, друзей, которые разрабатывают на Python. Какие можете дать советы по практике для фронтенд-разработки? Вот смотрите, есть HTML Академия, где вы можете вот развивать свои вот скиллы. Курс бесплатный, курс самурая React, да, то там сразу выйдет 100 с чем-то видео, и он очень даже полезный. Расскажите, пожалуйста, о своем пути, как вы смогли попасть в Необис. Я узнала еще в начале первого курса насчет Необиса, то, что есть такой клуб программистов, то, что там вот, получается, ребята получают практику, работают вместе, в команде. Так, мне стало интересно, но у меня тогда не получалось подать. Я попробовала подать в начале второго курса. У вас, получается, после этапа заявки будет этап пул, где вы решаете свои задачки, а потом уже собеседование. После успешного прохождения, то попадайте тоже к нам в клуб. Вот, пробуйте, приходите, смотрите. Какие-либо сайты или же книги, где можно узнать про основы программирования? Так, я могу даже скинуть сейчас ссылку сюда. Это, возможно, может быть неэффективно. Например, я человек такой в изучении онлайн-марафона. Вы будете там ментором? Да, буду. Наличие ноутбука не важно, да? Желательно, если был бы ноутбук. Я отучился на фронтенд, теперь нужна практика. Точнее, не надо останавливаться, пробуйте подать на разные стажировки, да. Возможно, у вас уже есть такие мини-собственные проекты, да. Либо попросить у них задание и самим это попробовать сделать. Если есть возможность работать за рубежом, на какой язык лучше делать упор? Спрашивает Даниэль. Выбрать тот, который вам самому нравится. А потом, знаете, вакансий очень много по всему миру, да. Можно найти и офлайн, и онлайн, так что это не проблема. Насколько реально самостоятельно освоить онлайн какой-либо язык программирования? Будут проблемы именно в самодисциплине, у вас, возможно, появится лень, вы будете отвлекаться на социальные сети и т.д. и т.п. Но если у вас очень хорошая мотивация, чтобы изучить этот язык, то это на 100% реально. Спасибо огромное за ваше выступление, такое мотивирующее, и смотивировались от вашего такого активного выступления, такое динамичного. Спасибо огромное. Я думаю, мы многие получили много новой информации, да, согласно с Азаматом, действительно было познавательно и очень легко и просто донесено до публики. Спасибо вам огромное. Мы желаем удачи в дальнейшей вашей карьере и надеемся, что это не последний раз, когда вы выступаете над спикером.